Вот, ребят, новая обновка, которая... Я хотел сейчас в Сыктывкар поехать, спецодежде купить. Ну, там для лесорубов продают вот такое сукно, костюмы. В моих видео вы видели, на осенних видео, где я одевал это сукно, похоже на эту. Но сейчас в интернете я увидел вот, такую одежду именно для охотника. Вот. Ну, просто присмотрите, мне вот как выглядит, подошло, не подошло по размеру для весенней-осенней охоты, думаю, нормально будет. Он на молнии, о, с кармашками, я уже запасные перчатки сюда положил. Вот так все это выглядит, ребят. Рукава вот, смотрите как. Я жене показывал, ну как говорю, вот на вид. Стоит, не стоит выходить на охоту в такой одежде. Сукно, лучше, конечно же, синтетики. Синтетика, с одной стороны, тоже быстро сохнет, но и сукно меньше пропускает, и теплое оно. Вот такая обновка. Здесь карманы, скажем, патроны. Вот. Ну вот, самое интересное, ну, я не знаю, насколько можно доверять карманы, вот такие они. Щетка. Почему так сделано, не знаю. В принципе, легкая она. Вот. У меня в кармане вот эти перчатки. Я вижу, вот тут внутренние карманы еще есть. Самое главное, чтобы не подвела эта щетка. Вот. Я вообще люблю сукно, потому что в лесу работал, там спецодежды, там несколько костюмов мне давали. У меня закончилось, просто изнашивалось, и я уже хотел, опять же, в спецодежде купить. С капюшоном. О. Хоть в клуб ходи, в натуре, блин. Напишите обязательно, как с размером, как выглядит. Удобно, вот я взял и будете видеть. Сейчас уже эта охота заканчивается, но думаю, на осенней охоте эту куртку почаще будете видеть. Если не буду я таким толстым и не влезу размеры, скажем. А так, пока все ништяк. У меня 2 колты там. Хорошо. Тут еще вот этот. Как же. Для чего-то от пуговицы сделано, не пойму почему вот так одевается. Может вместо замка, когда вот, проветривает. Возможно, для этого. Вот так. Скажем, вот тебе жарко, вот так ты свободно. Ну, короче, показал обновку. Вот так. Вроде ништяк. Тепло. Не тяжелый, легкий. Не тяжелый. Спецовку вот где вот для лесорубов он как бы там еще ватник. Я на охоту этот ватник убрал. Ну этот однослойный такой вот. Именно вообще для охоты. Ништяк все придумано, сделано. Вроде все купил. Сапоги купил. Куртка есть. Шапку вот зимой брал. Но еще весной я буду брать обувь. Может быть, если там у меня болотные сапоги уже все худые стали.
И просто тоже к замене. Надо тоже поменять. Сапоги я буду брать в Арсенале. Обычно в магазине Арсенал, когда выходишь из Сыктывкара, там фабричные эти сапоги. Там 2 пары уже я брал. Нехорошая резина, хорошая, во-первых. Можно приклеить, как сказать, приклеить там, отремонтировать. Хорошая резина. Вот. Это я говорю про сапоги. А про эту куртку я в интернете брал. Ну, могу оставить. Если интересно, могу оставить ссылку. В описании тоже оставлю. Такой куртки больше нигде не продают, только в интернете. Я в городе еще вроде не видел. Ну, я рад этой куртке, очень. Блин, как будто вот костюм ты одел. Ходишь. Ладно, давайте завтракать, ребят. Я болтаю. Но сразу говорю, в одной серии я не уложусь. Я буду снимать там несколько серий, этот фильм будет. Сейчас уже пойдем на рыбалку. Сейчас Тулана накормлю, сам позавтракаю. В первую очередь надо порыбачить, поймать живцов. Если живцов наловим, закинем донки. Если донки закинем, может и поймаем щуку. Ну, такие планы, не знаю, как потом все будет. Все окей. До сих пор еще гадаю, кто вот приходил. Ну, может, с семьей. Бывает там Степа там приезжает. Он с семьей катается. Не знаю, на кого я там думать. Ну, все отлично там. Хоть ночевали, блин, вообще все. Даже до мусор не оставили на полу. Некоторые, скажем, вот ночуют в избе, скажем, порядок оставляют, в принципе, порядок оставляют, пол подметут, но все это остается возле печки, гора мусора. А здесь все убрано, блин, чисто все. Как будто женская рука здесь была. Такое ощущение. Вот. Почему я именно взял такие конфеты? Где-то через месяц я расскажу, будет ответ. И это видео будет на канале Будни Олеганова. Именно вот почему я перешел на эти конфеты. Вот. Сейчас я этот горбушу дам Тулану. Позавтракаем тоже. Некоторые, как сказать, тоже вот собакам сухой корм возят, подкармливают сухим кормом. Но я вообще не хочу приучать собаку к этим кормам. Он легкий, конечно, корм, скажем, ты закинул, как этот ролл, там, бич-пакет, он тоже легкий, но вот мне пишут, что это вредно. Я также думаю про сухие корма вот для собаки. Я вижу в Сыктывкаре тех собак, кто вот живет на этом, чем вот этим кормят, сухие корма, и они становятся уродливыми, честно говорю. Они толстые, неуклюжие какие-то, вообще упитанные, спина вот как вот такая. Это неправильный корм. Вот я дал кусок хлеба ему. Съест он, я ему еще хлеба дам. Но я буду кормить его хлебом, а не этими кормами. Вот. Хлеб у нас подорожал. Не знаю, как у вас по всему миру, но у нас буханка хлеба, если не ошибаюсь, вот этот ржаной черный хлеб 63 рубля, наверное. Белый хлеб вроде 64. Вот так выросли, ну, подорожало. Все равно, какая бы ни была цена, хлеб придется покупать. Может, ты конфету не купишь, или же еще какое-то вот из продуктов, но хлеб все равно
каждый день ты будешь есть и будешь покупать по любой цене. Конечно, меньше будем употреблять хлеб, но все равно будем покупать. И сейчас вот тоже хожу в магазин, и бывает там шоколадные конфеты покупаю. Ну, шоколадные конфеты 300 с лишним. Я просто, бывает, там наткнулся случайно на верхний ряд цен конфет у нас, и ниже 600 с лишним. Я просто да. И что за конфеты, говорю, такие? Но они, говорят, отличаются от, скажем, за 300 рублей конфеты и почти за 700. Конечно, говорит, там натуральный шоколад из молока или еще что-то там, ла-ла-ла-ла. Но дорогое удовольствие. Блин, время летит. Блин. 8 часов. Сегодня 11 февраля. Забыл сказать. 11 февраля, 8 часов 33 минуты. Сел завтракать. Ну, нормально. Сейчас позавтракаем и попробуем порыбачить. Ой, блин. Это поиск рыбы очень тяжелый. Очень тяжелый. Не знаю, удастся, нет кого-то поймать. Я вот от села, когда рыбачил, вот сейчас я показывал фильм, я уже уверенно шел на это место, и я знал, что там рыба есть. Все равно десяток я рыб поймаю. Но если не поймаю, я знаю, что они там есть. А вот тут в прошлом году сколько я показывал вам, сколько ходил, сколько искал, сколько там вообще не было этих рыб, вообще. Не знаю, в этом году как. Уже 2 или 3 года в этом месте рыбы нету. Зимой имею в виду. Где-то они есть, но не знаю где. Нормально. Тулан, не знаю, куда он ушел. Что-то где-то бродит. А, вон он. Так, ну попробуем вот тут сперва. Может до поворота
схожу. Если не будет клевать, съездим до озера, где обычно первая рыбалка у нас здесь происходит. Ну, вначале здесь. Конечно, добираться тяжело будет, но пробовать все равно надо. Опа! Будем пробовать. Так, для живца вот это возьму и еще. Ну вот, ребят, спуск, конечно, тут пипец. Давай, Мураджин, давай, пробивай дорогу, туда, вперед, план. Ой, бля, смотри, Мураджин, хитрый, блин, за мной идет. Вперед, короче, туда. Давай, короче. Ой, бля, вот это снег. Хорошо. Побродим, блядь, там открыто все. Здесь этот большое течение-то, где остров. Мощное течение. Наледи до хрена. Хрен пойми. Этот лед в этом году. Немножко страшно даже бывает. Разрядился аккумулятор. Я уже возле бурана. Сейчас подключу к пауэрбанку. Короче, тут рыбалки. Я, короче, даже и удочку не закидывал. Проверил. Здесь вот посидел с камерой. С видеокамерой. Потом еще без прикормки я сходил на поворот. Вон туда, повыше. Еще там в 3 местах попробовал. Лунки делал. Камерой проверил. Увидел только одного вот такого малюсенького ерша. На самом глубоком месте, где без течения. Вот такое место. Там один ерш сидел. Все, больше я никого не видел. Здесь прикормкой нормально так минут 10 сперва посидел, потом пришел сверху, я там еще посидел. Ни одного подхода не было. Если есть рыба, он мелькает, проходит, еще приходит, кормится. Тишина, как и в прошлом году. Здесь, наверное, так и будет. Рыба отсюда ушла. Зимует в другом месте. Вот. Сейчас у меня буран, смотри, смотрит верховье по дороге. Сейчас я заведу буран. Если есть бураница, я все-таки съезжу до озера. Ну, маленькие плотвы там подергаем, если попадет. Осенью, конечно, неудачная рыбалка тоже была, но давайте съездим. Если там ничего не получится, приеду на избу, погреюсь и ниже еще съезжу на речку. Попробую на нижнем омуте на повороте. Блин, такое огорчение. Сначала всегда как-то невезуха, блин. Я надеялся, просто вот каждый год надеялся. Были года, когда я здесь нормально рыбачил. Знаете, какие крупные ельцы тут ловилось. Уже 3-й год. Вообще ни хрена. Не знаю. Будем искать. Но вот жалко, конечно, не смог показать. У меня сел аккумулятор. Там на льду сейчас наледи практически нету. Наледь немножко слой такой вот сантиметра 3, наверное, вот замерзла. Но меня держит и ходить легко, четко. Вот 3, здесь 4 лунка уже. Если нажива будет, я сюда закину 4 донки.
Сразу я увидел косяк рыбы, сейчас зафиксирую. Есть они. Не одна, а вон они. Блин, раскакивает. Вот мелькнула также. 10:04 время сейчас. Значит, сейчас попробую закину удочку здесь. Ну, как обычно, тут рыбы до хрена. Только вот будет ли клёв. Вон они плавают. Ну что, ребят, рыба ушла. Я прикормил, бесполезно. Там просверлил, здесь посмотрел. Нигде нету. Но это фигня все. Самое хреновое вот этот. У меня сапоги просто дырявые. Блин. Надо же, а. В самом нехорошем. Повыше, если бы сейчас кругом наледи. Придется на избу ехать и что-то, я не знаю, что придумать. Клея нету, ничего нету. Как отремонтировать. Если что-то накапать туда. Блядь, новые сапоги купил, не взял запасные. Это уже все. Износились, одним словом. Вот, бля. Вон какая пробоина. На первый день такая фигня получилась. Понимаю, если сегодня уже уезжаем, пускай, но надо на избу поехать и что-то придумать. Что-то придумать. Не знаю вот только что пока. Как заштопать это все дело. Ладно, придумаем что-нибудь. Ну вот, ребят, я уже на избе. Быстро рыбалка у меня сейчас до обеда закончилась. Так как рыбу нашел, рыба ушла, спряталась. Я не знаю, где они. И сапоги, как вы видели, показывал, там пробоина у меня. Сейчас немножко буду готовить этот. Так, это старая газета. Буду готовить обед и ремонтировать сапоги. Как смогу, я отремонтирую, как получится. Другого варианта у меня нету, потому что из-за этой пробоины как-то ехать домой пока не хочется тоже, вот, блин, приехали с ночевкой, а из-за какой-то ерунды ехать. Вот. Ну, на скорую руку я приготовлю, знаете, как же, пельмени. Вместо соуса вот я взял дядя Ваню. Необычные пельмени у меня будут. О. И наполовину. Вот столько. Люблю я эти консервы. Ну и сейчас сюда еще кипяток бахну. Примерно так. Все это дело сейчас я поставлю на печку, пусть закипит. Немножко соль добавить еще.
быстро. Ну и, ребят, сейчас вот все закипело тут, вода. Сюда еще бахнем эти пельмешки. Желенецкие пельмени. Так, набухнут еще больше будет. Ладно, хватит. Осталось немножко уже. Буду оставлять. Так, еще соль надо добавить. Немножко много, конечно, получилось, но еще соль добавим. Ну вот. Потом по ходу там, если соль еще придется добавить, добавим. Я сейчас, конечно, в кофте там все дела, но поверьте, так жарко сейчас в этой избе. И вот эта печка, вот, которая здесь вот у меня, здесь без этого, без переходников, без свода. И, ну, прямая труба тут. 130-я для этой печки вообще идеальный вариант. Для второй избы, вот, который вот у меня огонь вот проходит вот так, вверх поднимается, потом возвращается и уже в трубу. Туда, думаю, если 150, еще будет лучше. Ну, у меня все кипит. Чайник в стороне, и то все закипела. Там каша для тулана, вон там готовая. Я сейчас тоже его буду кормить. И уже вон как начала кипятиться там. Кипятиться. Кипятить. Ёпта, блядь. Мой русский язык. Так. Ладно. Все как здорово. Смотрите. Учитесь, ребят, как надо пельмешки варить. Вот так. Попробуйте, очень вкусно получится, поверьте мне. Ну, ждем. Сейчас, наверное, крышкой немножко закрою. Крышкой наполовину хотя бы. Чтобы все как-то пропарилось, там верхние пельмешки. Так, ну что, ребят, сейчас я начну что-то как-то, если получится. Ну вот, блин, вот это все получилось из-за того, что у меня там лопата и топор, и все это дело там что-то вот еще вболтного, но все это притирается, обувь, поэтому у меня все износилось. Ну, кроме этого, здесь у меня есть, знаете, такие сапоги, старые сапоги. И я решил немножко, здесь я отрежу кусок резины. Хорошо, что ножницы есть. Вполне достаточно она будет. Другого варианта у меня просто нет. Такая заплатка. Пришью. Просто пришью эту резину. Еще у меня на буране вот такой автогерметик. Там всегда с собой беру. Я пришью потом на автогерметик. В общем, как-то может что-то будет держать, какую-то воду. 2 круга, если получится, пришью вот здесь сперва. Сперва малый круг пришью, потом герметиком. Не знаю, что такое. Должна получиться, в принципе. Почему нет? Ой, там еще уже выходит. Все готово уже. Все готово, ребята. Смотрите, что у меня получилось. Хопс. Фокус-мокус.
пельмешки в соусе. Вот так. Немножко пусть остынет. Тут у меня еще масло сливочное надо вынести. Сейчас попробую одну. Там видно будет. Соль много нет. Я язык проглотил просто, ребят, не могу сказать что-либо. Такая пельмешки получились такой с кислятинкой, вот от салата. Кислятинка есть. Обязательно попробуйте так сварить. По рецепту Олега. Вкусно. Этот салат на все хороший. И суп варю из него. И вот этот быстрые пельмени. Вот за буквально там 15 минут прошло на все про все. Слов нет. Идеально получилось. Ладно, ребят, сейчас я займусь этим. А там покажу, что получится. Или получится, или придется ехать домой. Блять, палец. Там, наверное, этот болтик надо отодвинуть. Вот крепление на этот лопату, где я прикрепляю. Он и все замутил там. Так. Так, если я здесь. Так. Пробую. Так. Нитки есть, нитка есть, а игла есть нету. Может и иглы нету.